Круглый стол в ней проходит в онлайн-формате. Представители ингушской интеллигенции из Казахстана и Ингушетии для обсуждения выбрали актуальную тему – этнокультурные традиции народа. Через призму лет собравшиеся анализируют, как сохранилась национальная культура как на Северном Кавказе, так и в Средней Азии после депортации. Все, что мы делаем интуитивно. Это я к тому говорю, что все это идет на уровне интуиции. И очень страшно то, что будущее поколение, которое будет за нами, сохранится ли эта интуиция у них. Вот это самое большое, мне кажется, то, что мы должны передать нашим детям, внукам и так далее. Конечно, все это лежит в первую очередь через язык. Еще в 1990 году в Астане был создан этнокультурный центр в Айнах. Уже больше 30 лет он ставит своей целью сохранение традиционной религии и установление связей с этнической родиной. Мы имеем возможность здесь, живя в Казахстане, прикасаться, соблюдать нашу культуру, наши традиции, обычаи. Я вот помню, мой первый праздник ингушской культуры провели в городе Макинске, где проживает большое количество ингушей. Мы по теме ингушской свадьбы показали нашу культуру. Это было грандиозное мероприятие. Также ингуши из Средней Азии стараются пропагандировать родной язык. В Казахстане для этого организованы воскресные школы. В школе они изучают ингушский язык, знакомятся с произведениями ингушских писателей, поэтов, читают их стихи, ставят сценки по традициям, обычаям нашего ингушского народа. В общем, есть чем заниматься. Вот для того, чтобы подрастающее поколение ориентировалось на свое старшее поколение. Разбросанные по разным уголкам земли представители ингушского народа смогли сохранить свой язык и культуру, популяризируя среди подрастающего поколения лучшие качества нации. Собравшиеся уверены, им есть чему поучиться друг у друга ради общего дела, ради народа. تاخن لدي خاشوت إحا بقزاقستاني باخش بودي أسبريغ لدي خاشوت إحا صار أولوك جتر كيرتي ورد عندنا قزلات سون تاخن صار لدي خاشوت إحا صار أولوك ويشل توالوجا ويشل دي كاخي تربقتر إيش هني عن شوت إحا دوق صار لدي خاشوت إحا سويا мероприятий жицар, клубы жицар, кружок жицар, ансамбли жицар, юахка патчах Казахстане, юахка ва театр школы, гылгы каман ансамбли жве культур дахук вашли адвалцар. Круглый стол проходит под эгидой Года культурного наследия. Некоторые моменты, которые нас волнуют, в частности, это и сохранение языка и каких-то других культурных традиций, это то, что касается литературы, фольклора, образования, традиционных каких-то моментов. Вот они, конечно же, в какой-то степени у нас страдают. И как сегодня отмечали многие выступающие, в Казахстане также эта проблема, она присутствует. Ну, вот, чтобы разрешить те или иные проблемы, которые возникают в связи с этим, мы вот и проводим такого рода мероприятия. Сегодня наше научное сообщество наших двух республик, Республики Казахстан и Республики Ингушетия, как раз-таки они для себя определяли основные направления, пути решения тех проблем, которые вот возникают в связи с тем, что необходимо сохранить наши культурные традиции. Такие встречи – лишь часть научно-просветительской работы научно-исследовательского института. Они будут проходить и впредь. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Билакиев, Новости 24.